Спасибо, товарищ. Ура! Яков, мы встретимся на митинге. Присаживайтесь, пожалуйста. Владимир Ильич. Да, слушаю вас, товарищ майор. Продолжаем. Если вы не против... Я только за. Кто за, поднимите руки. Давайте все за, единогласно мы вам даем слово. Новая речевка. Нет дорог, нет аллей с белыми розами. Нет работы, покоя в нашей стране, только банки, биржи, дома с решетками, облигаций и вождей на стене. Генералы в очках, как народ тоже, но разнятся стекла у всех, кто в погонах носит кругляши черные. Но те, кто пониже, розовый цвет, все хотят надменной, жирной жизни. Вот и мне надоело пламя терпеть. Я снимаю очки, обмана ненужное, чтобы мне в катаракте на мир не смотреть. Как? Это запомнить, товарищ, как оно здорово подобрано. Катаракт. Я не все буквы проговариваю, может быть. Но то, что я говорю всегда от чистого коммунистического сердца. Ура, товарищи! Ура! Ура! Если позволите, я тоже зачитаю небольшое мое такое сочинение. Называется «Гномы». Давайте микрофончик. Штука хорошая. Вот у меня был в 17-м такую штуку. Меня бы еще больше народ услышал. И в этих далеких деревнях, в которых я и не бывал, я и не везде был тоже, товарищ. За границей бывал, да. Немножечко отъелся после Германии, ну ничего. Зато я стал крепче и крепче в моих ногах. А для нашей власти это необходимо. Итак, гномы. Сегодня Балома кризис правит. На производствах сдох напор. Директор труд сегодня славит, в руках кувалда и топор. Под сокращением силы стали, нехватка крепких, сильных рук. Зарплаты тихо умирали под рост зеленых толстых мух. Набравшись мужества, отваги, преодолев радикулит, встаю за фрезер, дело ради, заделали, душа болит. Откинув слабость организма, к станку токарному иду. Прошу прощения, небольшой перерыв. Победа целей коммунизма, работа в пламенном аду. Плюю на шишки и мозоли, краю листы древесных плит. Мне Бог назначил эти роли, хоть я почти что инвалид. Система требует расплаты за право на планете жить. Машины, шмотки, деньги, хаты грозит отнять и подпилить. Здесь под давлением миллионы, пресс обстоятельств ниже ног. И оттого мы все как гномы. А главный гном наш – демагог. Спасибо. Феноменально, Владимир Ильич. Я слушаю вас. У вас что-то еще ко мне? У меня есть еще две речевки. Ну что ж, я еще располагаю ей. Давай. Раздели страну уже не осталось, на ней ничего, чем богата была. Она как месячных течет кровью, она болеет и страдает всегда. Кудри ее древние рвут, как траву или жухлый лист. Ей иноземцы уже не радуются, так как граница, как длинный глист, строгает ее топорами злоченными и высекают в ней простоту. Она же всегда была скромной и отдавала всем чистоту. Зачем же ее тогда мордуют, струбают под корень, как ствол гнилой? Императоры в топку кладут государство, чтобы погреться, и зад был сухой. Михаил, я хочу еще послушать. У нас еще есть время. Давай. Накренились Г-образные бревна от невыносимой тягости народной. И тела с веревки петли, словно мясо на бой не свисали. Дуло дышит, затылок мало, 3 секунды спущен курок. Только запах паленой плоти на руках убийцы в розу. Так всегда, когда надо меняться, так всегда, когда новый уклад, все уродуют и ломают, и повсюду болотная гарь, палачи в масках холщовых, только прорези для глаз, всем им стыдно за дела очерненные, вот и прячут лица и взгляд.